В сквере нового района Сухума идет капитальная реконструкция. Здесь изменится буквально все. И дорожное покрытие, и лавочки, появятся новые детские площадки, фонтан, общественный туалет. Станет больше зеленых растений. Строительство парка планируют закончить в конце ноября 2025 года. Примерно вот так он будет выглядеть, когда работы будут полностью завершены. Реконструкция парка – официальная подготовка площадок для проведения международного экофестиваля в рамках развития побратимских связей между городами Сухум и Нижний Новгород. Выполняет работы ООО «Зеленый проект» – строительная организация из Нижнего Новгорода. По словам директора компании, они выполнили несколько сотен подобных работ в России. Но работа за рубежом – это совсем не то, что на родине. Об этом мы узнали в марте этого года. Честно, это было что-то нереально, то есть мы не до последнего не верили, что это все срастется и действительно этот проект будет реализовываться. Проблемы были, особенно на первоначальном этапе, потому что, да, первый раз сталкиваемся, когда работаем в другом государстве, но нерешаемых проблем нет, при большой очень поддержке администрации и Абхазии, да, города Сухум, и нашей тоже, Нижнего Новгорода. То есть все проблемы были решены, все налажено, поставка материалов идет с территории России, то есть вот сейчас мы видим, здесь большое количество завезено покрытий для мощения. Это все мы везем с Новороссийска. Через границу проезд налажен. То есть, в принципе, никаких загвоздок, никаких проблем сейчас не испытываем. Все идет, все по графику, все с опережением плана. Строительство идет одновременно в разных частях парка. Вместо асфальта здесь будет брусчатка. Несколько слоев гравия и песка специально для лучшего поглощения влаги укладываются один за другим. На нескольких участках уже видно, как будут выглядеть дорожки после окончания работы. Работы были здесь начаты 20 июля 2025 года и завершатся ориентировочно 20 ноября текущего года. На данном этапе, как можем видеть, установлен бордюрный камень вдоль дорожек в объеме 70% и уложено около 20% брусчатки от общего объема. Я заметила, что здесь стало заметно выше, то есть насыпали грунт, подняли, уровень? Да, уровень здесь был приподнят в некоторых частях парка. Искусственного ограждения вокруг парка не будет, но по периметру уже высадили кипарисы. Если деревья приживутся, то станут естественной преградой между пешеходной зоной и проезжей частью. Ландшафт парка тоже несколько изменится. Помимо существующих уже насаждений, у нас планируется более 2000 разных видов деревьев и кустарников в данном сквере. Решили сделать по максимуму зеленым, по максимуму зеленым этот сквер. Часто после дождя или прорыва трубы в зеленой зоне парка стояла вода. После реконструкции такого не будет, обещают городские службы. Все коммуникации выводятся из-под этой территории. Под сквером проходили коммуникации, которые были в аварийном состоянии. И было принято решение вывести их из парка. Они будут проходить вдоль дороги. Это новые коммуникации, которые будут укладываться вдоль дороги, чтобы в случае каких-то ЧП мы не затрагивали в дальнейшем парк и все работы проводили за ним. Чтобы во время строительных работ не повредить особо ценные экземпляры деревьев и кустарников, их закрыли фанерными экранами, а посадку пробкового дуба вовсе оцепили сеткой. Строители по максимуму постарались сохранить зеленые насаждения, те, что много лет росли в Новорайонском парке. Кроме того, здесь будет высажено, по их словам, более 2000 видов новых растений. Кроме того, здесь попытались сохранить редкий пробковый дуб. Для этого его специально огородили специальной сеткой, чтобы ни строительная техника, ни люди в процессе работы не смогли повредить этим деревьям. Сохранится и камень памятника погибшим во время Отечественной войны народа Абхазии бойцам, жителям нового района. По словам начальника управы номер 5 Эдуарда Хажба, это было принципиальным решением. Этот памятник был сделан в свое время после войны на народные пожертвования всем миром, всем новым районам, кто сколько мог, собирали. И вот этот самый камень, основание этого памятника, он, конечно же, останется во главе этого монумента. Плюс будет добавлены еще некоторые моменты, он будет более облагорожен, благоустроен. Но этот камень, как символ благодарности тем людям, которые сложили свои головы, он, безусловно, будет занимать центральное место в этом комплексе.
В Новорайонском парке полностью заменят освещение. Здесь появится 54 новых светильника, 3 детские площадки, зона тихого отдыха со столиками для домино и многочисленные лавочки и шезлонги. В сквере будет построены 3 детские площадки для разных возрастов. Будут установлены полностью новые малые архитектурные формы. Это разнообразные парковые скамейки, диваны. В зоне фонтана многоярусные лавочки, как в стиле амфитеатра, подвесные качели, теневые навесы для отдыхающих, для родителей, которые ожидают детей около детской площадки. В зоне кафе у нас установлена будет площадка «Парклет», так называемая. То есть это такое организованное место с уже композицией, собранной из лавочек, из каких-то деревянных элементов. Она будет крытая. Вот. Многочисленные теневые навесы по всей территории. Зона, где есть для тихого отдыха, где будут расположены столики, шахматные столы. Мы знаем, что здесь очень популярны игры в домино. Вот, именно для этого здесь было это установлено. Лавочки в виде амфитеатра будут установлены возле фонтана, который появится неподалеку от автобусной остановки на Пятачке. Это будет контактный фонтан с гранитным покрытием. Струи будут бить прямо из-под земли. В данном месте мы строим фонтан для пешеходной зоны. По нему можно будет ходить. То есть будут динамическое светоосвещение, несколько струй, тоже в динамике, музыкальное сопровождение. Для этого мы строим техническое помещение, для того, чтобы можно было круглый год спокойно обслуживать данный фонтан. Гранит выполнен с покрытием специальным, чтобы человек не подскользнулся, в случае, если он в любом случае будет намокать. То есть сцепление будет хорошее с любой обувью и так далее. Можно даже босиком. А электричество? Электричество полностью все изолировано и проведено под землей в техническое помещение. Просто я знаю, случай был в России, когда девочка погибла из-за того, что пробила изоляцию и током ударила. У нас есть заземление по всему периметру фонтана. Также в парке появится общественный туалет, но совсем не там, где планировали его установить до этого. Некоторое время назад вокруг Новорайонского парка были споры, нужен здесь общественный туалет или нет. При реконструкции парка приняли решение все-таки его построить. Он появится в западной части парка рядом с автомойкой. Реконструкция, озеленение, установка нового оборудования – это все очень хорошо. Но все это нужно будет эксплуатировать, то есть вовремя устранять неполадки, соблюдать чистоту и обслуживать. На это необходим бюджет. По словам начальника местной управы, эти средства будут. Все на связи, администрация города своевременно реагирует на возникающие вопросы, дают нам поручения. Так что я думаю, с этим проблем не будет, и с эксплуатацией, со всем остальным. По ходу строительства и реконструкции эти все вопросы обязательно будут решаться. Они все, как говорится, на карандаше у главы администрации. И я думаю, все будет нормально. Мы, в свою очередь, как жители нового района, на самом деле очень рады, что такой объект действительно вступает в силу. Хотелось бы еще раз поблагодарить и руководство Нижнего Новгорода, мэра, тех людей, непосредственно причастных к строительству этого объекта, руководство нашей страны, города, жителей нового района, которые от всей души сюда приходят, спрашивают, интересуются, подсказывают. Всегда это мнение будет учитано, потому что, как вы сказали, дальше нам здесь жить, дальше нам эксплуатировать и сохранить эту красоту. А уже какие-то средства в бюджет заложены для того, чтобы эксплуатировать парк? Ну, сейчас пока я на этот вопрос вам ответить не могу. Это все решается в администрации города. Естественно, все эти вопросы, безусловно, будут учтены или уже учтены. Официальные сроки завершения всех работ в Новорайонском парке подойдут в декабре. Но уже к концу ноября подрядная организация намерена сдать этот объект. Марьяна Котова, Владимир Капуза, Абаза ТВ.